Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину и узнаем, о чем он хочет с вами поговорить. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, ну и задайте ему свой вопрос. Мой милый дорогой, о чем ты желаешь со мной поговорить? Я думаю, вы все настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Знаете, его в последнее время очень сильно мучит ревность. Видите, с рожками вышел. Боится, что у него рожки появились. Почему-то ему кажется, что вы изменились, отвернулись, погрузились в какие-то свои дела, увлечения, может быть, там с подругами стали больше встречаться. Какие-то у вас перемены произошли. Его эти перемены пугают. Ему почему-то кажется, что ваш интерес к нему угасает. Ему очень хочется с вами поговорить, вот прям выяснить, прям в лицо вас спросить, есть ли кто другой, любишь или нет. Но он боится этого разговора. Он боится услышать от вас: да, у меня есть другой. Да, я потеряла к тебе интерес. Вот этого боится. Знаете, как и хочется, и колется. Межуется ваш мужчина. Межуется. Кстати, поведение у него тоже какое-то странное могло быть вот в последние дни, либо сейчас, да, как-то странно себя ведет. Накрыло вашего мальчика таким густым облаком ревности и непонимания. Вы как-то похорошели, вот что-то вы в себе сделали. Поменялось не только вот внешнее ваше проявление, но и внутреннее. Другая. Вы стали другая. Он вас такую не знал. Вот он считал, что он вас знает как облупленную. Ну, прям все про вас знает. Какая вы, что. Там простая, родная, обычная. А тут на тебе. Походка королевы. Гордо поднятая голова. Какой-то незнакомый блеск в глазах появился. Ну и, конечно же, да, что думать? Думать самое плохое. Плюс, возможно, даже с какими-то мужиками он недавно общался, ну, такими недалекими, сразу хочу сказать, и могли вот прямо ему тоже так и сказать, что если она стала хорошеть, наряжаться, значит, для кого-то, не для тебя. Вот. И тут ему еще хуже стало. Плюс еще есть какая-то женщина в его окружении, которая вас недолюбливает. Какая-то знакомая, которая при каждом удобном и неудобном случае пытается вас очернить. Ну, вот прям такие грязные комки в вашу сторону кидает. Раньше он на это особо внимания не обращал, ну, скажем так, не прислушивался, да, особо. А тут прям, знаете, как коса на камень. Думает, ну точно сходится. Она хорошеет, ко мне интерес потеряла, значит, точно кто-то у нее появился. Знаете, мои хорошие, не исключено, что мужчина даже может в ваших вещах ковыряться, в телефоне, в планшете, в сумке, может даже ковыряться, да, и просматривать, с кем вы там общаетесь, чем вы там занимаетесь, что у вас за интересы. Если вы с этим мужчиной на расстоянии, то здесь 100% какая-то ваша фотография, какой-то ваш пост, сообщение, вот прям как будто бы все в нем перевернуло, вот как удар он получил. И он теперь постоянно об этом думает. Может быть, вы просто так, да, новую фоточку запустили. Либо, ну, написали ему там, ну, чье-то изречение, допустим, как пример, да. Может, вам просто некогда было, и вы ему там в общих фразах, типа, ну, я сейчас занята, давай попозже.
Вот. И он прям, бедненький, сейчас ходит, волосики на головушке свои последние вырывает, переживает, прям осунулся, ни кушать не хочет, ни там эти свои увлечения позабыл. Вот напрягся, очень сильно мужчина напрягся. Будет ли он с вами говорить? Честно скажу, тут 50 на 50. Если вы его спровоцируете, то будет. И так скажу, что тон он не будет подбирать, да, может прям наехать на вас. Если вы, скажем так, не будете его провоцировать, да, никаких ему не будете давать там ключиков, то, скорее всего, пока он сам себе там все не выяснит, он вам ничего не скажет. Вести себя, конечно, будет, ну, скажем так, спорно. Но вам говорить он ничего не будет. Так, мои хорошие, здесь какие-то еще планы у мужчины. Планы, но он боится, что он не угадает. Ему хотелось бы, ну, то ли поехать с вами куда-то, то ли вас куда-то отвезти, как-то удивить. Ну, романтики, в общем, мужчине хочется, но он не знает, как правильно поступить. Боится ошибиться, боится, что станет хуже. Либо, знаете, еще такой думает, вот я ее там повезу в какое-нибудь хорошее место, а кажется, что она мне рога наставляет. Понимаете, вот это плохо. Плохо, что он вас ревнует. Здесь песочек вам очень четко говорит. То, что ты собой занимаешься, то, что ты меняешься, то, что у тебя есть своя жизнь и интересы, это очень классно. Но мужчина словно ребенок. Делай скидку на то, что он тебя в развитии все-таки не догоняет, да, отстает от тебя в развитии. Вот. Здесь нужно вам как-то очень деликатно мужчину привлекать в свою жизнь, в свои интересы, чтобы он мог выдохнуть, расслабиться, и чтобы не было вот этих мыслей, вот этих претензий и самонакруток, понимаете? Он страдает от самонакруток. Может быть, он у вас такой чувствительный и мнительный. Ну, все люди разные, понимаете, все бывает. Мы привыкли, что мужики сильные, да, что они там все могут вынести, вытерпеть, а это ж на самом деле не так, абсолютно не так. Так, еще вот тут прям у мужчины прям наболело, накипело. Это какая-то ваша скромная интимная жизнь. Вот, девочки. Может быть, даже по его вине это происходит, но почему-то он винит вас. То ли вы очень пуританских нравов, то ли... Ну и правда, знаете, как некогда, вот всего много навалилось, нужно и туда, и сюда, там целый день набегалась, какая уже там интимная жизнь. Вот, ему бы хотелось этот вопрос с вами обсудить, но он как-то то ли стесняется, то ли пытался, а вы его, ну, скажем так, обрубили в какой-то момент. И он не знает, как это сделать. И опять же, смотрите, все одно на одно накладывается. То, что вы меняетесь, то, что вам сейчас не до него, либо вы действительно собой занимаетесь, плюс скромная интимная жизнь, либо вы в принципе еще с ним не делили постель. Вот все эти мысли у него в голове и идут. Так, и еще прям точечно. У мужчины, у кого-то из девочек, мужчины проблемы. Проблемы то ли с законом, то ли с какими-то выплатами, кредиты, может быть штрафы, что-то вот проблемы случились. И он вам сказать не может вот всего, что происходит. Ну как, либо стесняется, либо, ну а как, да, я ж мужик, я должен сам решать. И это его тоже очень сильно беспокоит. Боится, как бы, чтобы вы не узнали. Пытается вот всеми силами это все скрыть. И, кстати, еще проблемы по здоровью у кого-то могут быть. Но там, я думаю, вы знаете. Он просто может всего не говорить, но вот даже чисто визуально это видно. Мужчина такой прям, знаете, тихушник. Тихушник, сам себе там надумывает, придумывает. Ну, а это все, конечно, отражается на качестве ваших отношений. Мои хорошие, привлекайте его к семейным делам, привлекайте его к своей жизни, к своим интересам, но постепенно делайте. И вам будет помощь, поддержка, и он сможет выдохнуть, расслабиться и, скажем так, больше не напрягаться в вашу сторону, больше вам доверять, да, не сомневаться в вас, в вашей честности и в вашей порядочности. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.